По благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира в Исаакиевском соборе города на Неве на протяжении 3 лет перед Великим постом проходят соборные чтения апокалипсиса святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. В них принимают участие священнослужители, деятели культуры, прихожане храмов. В рамках этого проекта в храме часовни новомучеников и исповедников российских при Федоровском соборе состоялась лекция архимандрита Иоаннуария Ивлеева «Толкование книги Откровения Иоанна Богослова». Эти кадры потрясли многих. Метеоритный дождь, как сразу его обозначили, всполохнул сознание людей и вспомнились откровения Иоанна Богослова. Огонь с неба, наводнение – все это описывается в апокалипсисе как катаклизмы, которые предшествуют концу света или страшному суду. В книге присутствуют образы, ставшие темой для многочисленных богословских толкований. В рамках проекта «Апокалипсис. Соборные чтения» в храме часовни новомучеников и исповедников российских при Федоровском соборе состоялась лекция архимандрита Иоаннуария «Толкование книги Откровения Иоанна Богослова». Все исходит от Бога и к Нему возвращается. И в этом плане книга «Апокалипсис», это книга мучеников, которые умирали за свою веру в единого Бога, веру в Царство Божие, веру в то, что это Царство Божие пришло с Иисусом Христом. Выдающийся библеист, богослов, физик по образованию, отец Иоаннуарий на живописных примерах доступным языком разъяснил, что эта книга не о наказании и не о гибели человечества. Наоборот, книга об утешении и преображении. Того же мнения автор и руководитель проекта «Апокалипсис. Соборные чтения» Валерий Юрьевич Кислухин. Общество все больше и больше обращается к этому тексту, но не читая его, люди думают, что, скажем, «Апокалипсис» — это или фильм о разрушениях, или еще что-то. На самом деле, как и сказал отец Иоаннуарий, книга светлая, и я тоже с этим абсолютно согласен. Я говорил о том, что, как ни парадоксально это прозвучит, но книга «Апокалипсис», книга о любви, поскольку это же книга, которая завершает благую весть. То есть это благая весть. Год уходит на изучение этого писания в духовных академиях и университетах. По содержанию и своему стилю «Апокалипсис» резко отличается от других текстов Нового Завета. Здесь, в Федоровском соборе, архимандрит Иоаннуарий рассказал об основных понятиях, символах и числах. Его глубина познания предмета, в данном случае богословских предметов и Священного Писания, Нового Завета в частности, она продиктована очень многими уровнями понимания, которые отец Иоаннуарий дает нам. Для нас он и батюшка, и отец в самом широком смысле, как учитель. Очень многое он давал, дает, и мы надеемся, будет нам давать в этом плане. Около 1967 года была написана книга «Откровение святого апостола Иоанна Богослова». В ней, по мнению христиан, раскрыты тайны судеб церкви и конца мира. Но конца мира как приближение к Царствию Божию, где Бог будет пребывать среди людей в вечном небесном Иерусалиме.